Здорово, что ли? Обновка, что ли, вас? Это вас с обновкой. Спасибо. Привет. 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 А мы этот, как раз в домик едем, смотрим, вы тут ходите. Привет. Привет. А я же смотрю, что ты Новым годом. Че вы этот, переехали что ли? Да. Когда? Идемте чай До пить. Нового года. Блин, мы без ничего. Ничего. Ничего страшного. Сейчас в Вы магазин сами как подарки. съездим. Да идемте, все есть. Не знаю, домик съездить надо. Сначала в домик надо Вот съездить. ты душный. Да. Ты душнила. Да. Он душнил. Заезжайте на обратном пути. Затопим чан и заедем в гости к Дамиру Ильгамовичу. Если он разрешит, я сделаю рум-тур по его дому, если он разрешит. У нас вот привезли елки, я Альберту говорю, почему не занес елки во двор. Альберт говорит, кемге керегу елкалар. Елки денег стоят, урдап кетелер. Камера, всё, нет, И что, камерам спасет, что от кражи, что ли? Ну, можем милицию просто вот так показать и все. На весь ночной видение велят камеру. С милицией просто покажем, что у нас елки украли, и все, елки нам вернут. Короче, привезли сюда еще вот старый палас. Это не старый, конечно, это у нас в тамбуре лежал. Я этот палас хочу перед диваном постелить. Сейчас, короче, посмотрим, как там все получится. Я люблю паласы и хочу, чтобы здесь все-таки был палас. Потому что все-таки паласы создают уют. А мне Альберт не разрешил здесь палас стелить, потому что он говорит, сейчас из сауны выйдут, мокрыми ногами затопчат, весь твой палас обосрут. Он вообще был против, что я здесь вот белый палас стелю. Тоже мне говорил, вот, твой палас через месяц будет черный. Ну, Наш домик снимают чистоплотные люди в основном. И белый палас пока что живой. Ой, извините. Я думаю, наверное, вот с этим покрывалом не будет смотреться. Его, наверное, надо будет постирать и убрать. Для всех своих гостей, Достар, вновь прибывших, я вот достаю свои запасы конфеточек. И всегда оставляю им угощение вот в этой конфетнице. Так что, если вы увидите, что на столе есть конфетки, знаете, это оставила именно для вас я. Вот. Я постоянно пополняю свои запасы. Но тут что-то уменьшилось, Инянбаши. Вообще-то здесь полный было. Кто-то сожрал мои конфеты. Вот. Ну ладно, ешьте, это для вас. Кто нашел эту корзинку, значит, вы Шерлок Холмс. Я ее спрятала так-то. Вот, я всегда вот так вот оставляю, чтобы люди могли попить, когда придут, чай. Я их прячу здесь. Но не скажу где. Да блин, кто-то и так их нашел, конечно, понятно, что нашел. Видно, что нашел. Сейчас еще мед хочу положить я. Блин, тут же большая банка меда была. Где она? А что это с медом? Он осел, что ли? Мед нормально. И еще я всегда, друзья, оставляю вот такую вот одну тарелочку меда, чтобы гости могли попить чай. Знайте, что наших гостей во Фрейме мы встречаем именно так. Ну, конечно, когда я сама не успеваю в этот домик приезжать, то ни меда, ни конфет вас не ждут. Знайте об этом. Если на столе есть мед и конфеты, значит, лично я приезжала, сама убиралась и готовила для вас домик Афрейм. Вот Альберт хочет продать этот домик. Я не хочу продавать. Мне нравится этот домик. Все равно должен быть пассивный доход. Что-то должно быть такое, которое приносит человеку пассивный доход. Пускай немного, но стабильный пассивный доход, приносящий бизнес нужен. И поэтому же я построила этот домик. Я построила этот домик. Альберт построил. Но я просила его, чтобы он построил этот домик. Больно денег много не приносит. Буху Макаревне был дом. Одни расходы. Бетахеля был үйде. Что-нибудь да сломают, что-нибудь да испортят. Зачем нам надо этот домик? Его содержать дороже выходит. Короче, каждый день мне мозги промывает. Блин, диван-то надо пропылесосить, вообще капец. Ну вот, короче, я считаю, что все равно вот такой вот доход приносящий дом должен быть. Я против того, чтобы его вообще продать. Пускай он не приносит такого большого дохода, но зато стабильный доход приносит. Сейчас посмотрим, как будет смотреться этот палас здесь. Может, стрёмно будет смотреться.
Красивый же. Это, между прочим, вообще дорогой палас. В Леру я брала. Это стоит не то 7, не то 8 тысяч. А, красиво. Или некрасиво? Ну, қағырғала қайтып еуір керек, бұнда көп мүке шығып тұрған. Сүтіле башлаған. Ана часто еуір керек ол. А зачем мне обещаешь, что? Вот Альберт, короче, уйдем штамей. Вот опять у нас тот дом уже стоит напротив время, который дом свой не делает, зато куда-то хочет уехать, кому-то дом Ну, строить. нельзя же, когда работу начинаешь, ты же должен заканчивать. Ну, неправильно же на полпути вот это бросать. Ну ты когда этот дом строил? Ну, год назад. Ишимбайда. Ну, если у них не было тогда денег покупать, сейчас купили, ну, неправильно это, Милюша. Егенем чигенде. Свой дом будет стоять, чужой дом будет делать. Времени давить не доходило. Нам пришлось поставить 2 печки, потому что чан долго нагревался. И теперь он сейчас быстро нагревается с 2 печками, вообще моментально. С одной стороны Альберт топит, и с другой. Вот смотрите, друзья, вот смотрите. Вот одна печка, вот здесь вот. Ты затопил, да, отсюда? Да. А где вторая, покажи. Вон же. И, друзья, вот вторая печка. Вот тоже Альберт затопил. Только он нифига не горит. Вот вторая печка. Ну так затопил, кутарганцы тыкканда. Не шухадарым тыган ху. Драма такие, я уже достал. А? Горит, пора. Нормально топить, что топить не умеешь, что ли? Ты же деревенский. Кутарганцы тыкканда, наверное, там даже воздуха нету, блин. Гореть, блин. Вот так у нас 2 печки теперь, друзья. И моментально чан нагревается. Я везде дверь открыла, чтобы немножко проветрить домик перед приходом гостей. Это я на стирку заберу. Домик порядок привели. Встречи гостей. Наш фрейм готов. Снимайте наш домик, доктор. Он вас ждет. Вы можете проводить здесь праздники, юбилеи. Эй, ищи мы. Уже труп халамы. Вот это, нифига себе. У нас даже дверь мы даже не закрываем. Можете спокойно заходить в наш домик, тусоваться, что хотите делать. Нет, что хотите делать не надо, друзья. Пожалуйста, ничего не ломайте. Мы чистоту, порядок очень сильно поддерживаем ради вас, поэтому будьте, пожалуйста, уважительны. Уважительно относитесь к нашему домику. Вот строительство нашего вот этого домика застряло, Достар. Чистовая отделка осталась. До сих пор не можем сделать чистовую отделку, потому что как там, Альберт уезжает в Ишимбай. Прикиньте. Біреугін тігі туалетный бумага іргена қой. А біреугін тігі раковинасына ешіріп қой. А бумажный салфеткаларды не? Кухняға қалдыр. Яна? Ага, давай. Прикиньте, смотрите. Санки на моторке. Обалдеть. Это что за фигня? Вот это да. Я впервые такое вижу. Прикиньте. Что только не придумают. Блин, короче, друзья, Дамир Ильгамович, оказывается, живет рядом с Риналем, прикиньте. К Ринале в гости, что ли, зайти. Вон Риналя, да? Вот это, где елки стоят, да? И вот тут вот Дамир Ильгамович дом. А вон тут вот где-то МС Баша дом. Или вот этот дом МС Баша. Ай, бляха, муха, вот же дом МС Баша. Вот. Офигеть! На одной улице все сосредоточились. Обалдеть! Че они тут? Тут что, маслом намазано, что ли, или что? Как там говорят? Почему все на одной улице? Здравствуйте! Привет! Ой, я припозднилась. Я пока там убиралась туда-сюда. Маша, маленький гостиниц, привет. Ой, А простите, ты что мешаю. такая? Заходи. Да я там убиралась же у меня Ничего. там еще лицо у меня что-то разболелось, бля. Ты меня после пластики видел? Нет, где мы тебя видели? Ты любуешься? Да? Ты вообще... Я тоже после пластики же. Меня натянули конкретно. Тебя тоже натянули, что ли? Неудачная была просто. Будет рум-тур по новому дому. Дамир Ильгамович, они наконец-то переехали, занимаются ремонтом.
ты сейчас нам Обустраивать. сделаешь. Весь дом яркий. Ага, яркий, я заметила. Я люблю вообще яркие Да, цвета. мы решили уйти от вот бежевых, светло-серых тонов белых. Здесь у нас яркий акцент. Это вот эта стена синяя, и потом вот вторая синяя стена, и третья синяя Вот это стена. мне Видишь? нравится. Да, бордовый у нас дверной проем, и больше у нас бордовых дверных проемов нигде не будет. Ага, Но вообще очень просто. Это я тебе потом шикарно. покажу дизайн-проект, и ты поймешь все это. Ага. Здесь будет зеркало, яркий пуфик, потом мы заходим. Здесь шкафы встроены. Шкафы, да, Смотрите, обратите внимание, внизу для обуви вот такая дырка. И не только для обуви, здесь будет моющий пылесос. Ага. Мы специально предусмотрели. А. Блеск. Ага. Поняла, да? Все продумано, короче Да, говоря. здесь, в общем, у нас такой... Я Дамиру извела мозг, что у меня длинное пальто, у меня есть длинные там плащи, и мне надо высокую штангу. Мне захреначили штангу. О, нифига Я, себе. понятно, не достаю, но я прям настаивала, что мне надо очень высокую делать, мне так. Ага. Здесь надо будет стульчик Да, ставить. но мы нет, мы ее опустим, а там сделаем еще одну полку. Ага. Ну, как бы сказали, баба захотела, бабе сделали. Да, Ну, да, да, Баба да. поняла, что была неправа, как говорится. Угу. Дальше проходим, здесь у нас О, так. вот Здесь эта будет стена мне висеть, да, нравится. такая очень колоритная. Здесь будет висеть такой этнический коврик Ага. и тумбочка. А это что такое на Мы- стене? это его берлога, я это так называю. Ага. Он здесь будет заниматься всем. Ага. Вот. Съемками. Да, и Сценарий здесь будет писать. Дамир Это его говорит, кабинет. Хорошо, мы тогда здесь напишем надпись. Дамир, Ау. я рассказывала как раз про надписи, переведи надпись, которая... Ты слишком хороша, чтобы быть правдой. Я когда закрываю свои глаза, представляю тебя, моя любовь, Маринчик. Вот. Ах ты, смотрите, какой романтик-то, Дамир Ильгамович, однако, а? Маюнчик. Ой, блин, Да, действительно, романтик. успокоилась. Ага. Ну, здесь по дизайну посмотришь, как чё к чему. Мгм. Дальше у нас вот такая небольшая кладовая, но она еще пока тоже не обустроена. Угу. Здесь- Кладовка, банки здесь- уже. Да, здесь будут вот так вот Вот так полки. вот там Вот так. блин, Мгм. как будто я скопировал практически. Дальше Ну, мы я её от заходим. головы. Вот Вот так. сюда. Это большая О, ванна. Да, здесь Какая красивая. Посмотрите, друзья. Офигительное зеркало. Офигеть, классное. Вот это моя мечта тоже, Это блин, очень сушилка, круто, блин. Это мега круто. Вот Мне отдет мечты так и не должны поставил, сбываться. блин, сушилку. Подожди, себе. Какой это, да, блин, так классно. Это про полы тоже тебе скажу. Мы заказали Очень плитку, красиво. но она какая-то санкционная, очень недолго было ждать. И мы такие, надо какое-то другое было принимать решение, и нам предложили вот такой же керамогранит положить на пол. Но тогда у нас пропадает концепция яркости. Мгм. И девушка, которая нам проектировала, она потратила кучу времени, нашла нам вот эту плитку, которая нам гораздо дешевле обошлась. Ну, красиво. И все-таки мы оставили яркие пятно по проекту. Очень красиво. Да, здесь у нас ничего нет, гостевая, в дальнейшем она будет детская, здесь вот, ну, пока склад такой. Да. Здесь все сделано, только обои наклеить, там, мебель. Это наша спальня. Ох ты, святая святых, спальня самого Дамира Ильича. Еще никто не был в спальне Дамира Ильича. Я первая. Да, но здесь вот еще так, Ага. и здесь еще один санузел. О, нифига, это круто! Это мечта всех семейных пап иметь санузел прямо в спальне. Здесь вот Дамир вешает зеркало. блин, круто! Вот обрати Маша. внимание на эту тумбочку на цвет. Да, Обратила внимание? я сразу же обратила. Идем Я же дальше. вообще обожаю такие цвета. Идем Блин, дальше, всё, мы идем. классно, классно. Очень красиво. Смотрите, даже деньги разбросали. Оказывается, какая-то примета. 3 дня разбросанные деньги должны лежать, чтобы этот... Это гости, когда приходят. А, да? Должны кидать. А, говорят, мелочь есть? Нет. О, какой классный! Блин, как я обожаю яркие Мы им пока цвета. пользуемся просто. Ага. Здесь будут, Посуда? ну, Нет, для наверное. посуда какие-то статуэтки. Мы пока им пользуемся А. как шкафом для того, что нам Очень нужно. красиво, Да. Маша. Это фреска. Фреска Фреска мы обалденная. сделали специально по Это цвету и тому круто. подобное. Посмотрите, Здесь какая фреска до там будет кондиционер. Обалдеть. Очень круто. Да. Сердце нашего дома это люстра. Это ручная работа. Очень долго мы её- Посмотрите, какая Далее. люстра. Здесь стол будет другой, стулья, Ага. конечно, будут другие, и кухня. Это просто бомбически. И ты понимаешь цветовые решения? То есть Блин. зеленый в туалетной комнате тоже зеленый.
Это круто, блин, такие цвета, Маша, я вообще обожаю такие цвета. Я же тоже люблю яркие цвета. Мне как сказали, говорят, мама, у нас Белкин дом какой-то, Нет, говорит, сказочный. Посмотрите, какая мозаика. Это просто бомбически, очень красиво, очень. Просто мега круто. Очень красиво, Маша. Давайте покажу проект. Давай. А где диван будет? Сейчас вот все увидишь проект. Ага, давай. Сейчас, короче, будем смотреть дизайн, проект. Вот мы зашли, и вот ты сразу увидела вот эти стены, которые я тебе показала, помнишь? Здесь что будет? Этот? Здесь будет постер, возможно, другой. Но будут обязательно вот такие цвета, потому что они обыгрывают вот этот дверной проем, понимаешь? Пуфик, смотри, Пуфик какой. цветной, да, будет, и зеркало. Зеркало. Вот этот шкаф ты видела? Вот этот Ой, шкаф. красиво. Но я заменила ручки. Потому что одна эта ручка по дизайн-проекту стоит 7 тысяч рублей. То есть 2,14. Меня задушила жаба. Ну, конечно, блин. И я нашла на ВБшке за 950 рублей за штуку, короче. Нормально. Ищите на ВБ Да. такие ручки. Вот люстру мы тоже купили на ВБ, но мы ее ждали с Китая 2 месяца. Но мы ее прям ждали. Именно в этом месте, посмотрите, Да. как будет выглядеть. Один в один. Вообще шикарно. Диван мы ждем. Это вот кухня, она тоже вот. Да, кухня просто бомба. И вот, этот видишь? коврик. Да. Вот тут будет висеть Достар. Кайф? Видишь цвета? Это просто бомбический проект. Блин. Вот это люстра. Стулья, смотри. Стулья. Короче, стулья мы отказались от обивки. Угу. А стулья, понимаешь, они такие же, как пуфик. Ага. Понимаешь? Но мы отказались от отбивки, потому что нам в магазине посчитали эту отбивку и сказали, вам не надо такие стулья. Мы такие, почему? Стулья эти обойдутся дороже, чем диван. Материал такой купим и просто сделаем подушки. Вот это будет кабинет Дамира. Да, кабинет Дамира Ильгамовича. Здесь будет его лего все стоять, книги. Он Лего играет, кто не знает, кто не в курсе, Дотар. Дамир Ильгамович увлекается Лего. И прикиньте. много читает. Да, и много читает. Если вы не знаете, что подарить вашему любимому блогеру, вашему любимому артисту Дамиру Ильгамовичу, дарите ему Лего и Он хоть книги. час. Смотрите, как будет выглядеть спальня. Здесь у нас все будет так же. Единственное, от чего мы отказались, это от вот этого вот светильника. Почему? Ну, потому что он непрактичен, и это пыль. И как будто бы Дамир Блин, будет ну вставать, красиво. ударяться головой. Мне А, не ну знаю. спальня шикардосная, палас тоже классный. Да, а вот смотри, вот эта вот вставка, она точно такая же, как цвет кухонных панелей. То есть везде цвет пересочетается. Очень красиво. Да, здесь вот зеркало будет. Блин, крутой проект, крутой. Это вот проект детской, но мы ее не делали. Смотрите, Потому как красиво. Да. Туалетная комната. Здесь все так же. Единственное, что мы взяли потемнее плитку. Потому что когда дизайнер пошла выбирать, она говорит, ребят, смотрите, какой классный цвет, давайте, может быть, переиграем. Мы сказали, если это никак... Если ты сказала, что надо, давай, мы в полном доверии. Дизайн проект крутой, очень крутой. Мне очень понравилось, прямо так круто, так классно. Такие цвета сочные, смачные, живо, да, прямо такие, знаете, какой-то дорого-богато. Очень дорого-богато. Очень. Теперь у нас домик кажется каким-то стрёмным. Ой, блин. Как сказали, говорит, дом белки теперь у нас. Мне вот терраса нравится, есть гриль-зона. А, у вас вот тут терраса будет еще. Ну да, это мне пока не говори, что у нас еще терраса будет. Пока на ремонте остановимся, потому что там дальше терраса это же еще отдельно. А еще у нас, вот видишь, забор вон. Ага. Вот мы только одну стену сделали. Сделаешь, Потому это что же я интересно. в шоке от цен на заборы. Да. А чё? Профнастил завод-то. Напишите там Ильгамовичу. Сейчас он вам такую рекламу нахер сделает, что они придут тебе тут все кругом забором это как там сделают. То снег почистить, то еще что-то. Много интересных дел появилось, когда мы туда Дырки переехали. сверлил. Когда я пришла, он дырки сверлил. И не досверлил. И не досверлил. Дырки, а отверстия. Отверстия, дырки сверлил, мозги ляван там. Ремонтом в жизни не занимался, и для него все это в новинку, доктор. И он прямо такой радостный, прямо воодушевленный. Ему нравится сверлить дырки, доктор, понимаете? Для него И электрика мне нравится. большой конструктор для взрослых. Вот так. А, он же Лего любит. Вот как раз таки. Лепесточки где лежали в сауне, я заметила, где 3 лепесточка лежит. Приезжаю, и эти 3 лепесточка лежат там же.
Я такая думаю, ага, я беру тряпки, а я всегда теперь хорошие тряпки в Леруа покупаю, оставляю для столов, да. Я желтые тряпки беру специально, желтые. И, значит, поставила камеру специально, ну, чтобы не говорили, что постанова, там, доказательства, чтобы не говорили. И, значит, начинаю вот этот в сауне пол вот так вытирать, да? Значит, вытираю, да, тряпка черная. Представляешь, черная. Как они мыли, да? И прикинь, плитка вот в сауне. Ну, сауна это самое чистое место должно быть вообще-то. И смотрю, да, там швабра стоит. Швабра я, значит, поднимаю, швабра грязная, вся в волосах. Они вот этот грязный шваброй, значит, вот так, шаг, и все. Они помыли. Представляешь, да? А он этот Афрейм, он маленький вообще. Че, мыть-то? Да. И я, значит, взяла эту сторис, выставила. Я говорю, смотрите, как моют. Смотрите, как моют, говорю. Ни стыда, ни совести. Ну ты, блин, ты пришла на работу. Ну работай ты добросовестно, блин. Какого хрена? Я вообще нахрен не работаю. Это верно. И они мне позвонили, начали угрожать, ты представляешь? Чего? Да. А что они тебе? А я же... Тряпками закидать? Наверное. Я же, короче, имен не сказала. Я же ничего не сказала. Я сказала, вот девчонки, я же их не А снимала. потому что рыльца в пушку. Да, я же их не снимала, имен не сказала. И вот именно вот такие вот люди, они не добиваются жизненного успеха. Почему? Потому что они по жизни ко всему так относятся. Ко всему. Вот если они даже к своей работе так относятся, они, значит, везде ко всему так относятся. И не растут такие люди, не добиваются никаких результатов. Потому что, ай, похрен, сойдет, прокатит. Понимаешь? Вот такие люди ни хрена потом жизни не Прям добиваются. захотелось пойти дальше сверлить после твоей. Я абсолютно реально сижу такой. Блядь, надо досверлить всё. Надо досверлить дырку! До конца, до Сверлить, сиди! Күндіз ұйықтап ранжан, ұйқым келей. Я когда спал днем? Всегда днем спишь, между Ой, прочим. да, я давно не спал. Нет. Нет. Мен рахаттанып, хырылдап тұрып күндіз ұйықтаймын келді. Одан бері ұйықтап. Салям, Илюша, апай. Салям. Ты қайттан, что ли? О, это что за кукайбаш? Как тебе моя новая прическа? Ты кукайбаш, блин. Ой, блин. Я этот профессор из Люди Икс, который же есть. Это очень интересно. За сколько лет Рамин ми бірді көргем yo'qin что йөреген? Ну, в детстве мы стриглись на лысо до 8 класса, наверное, ты не помнишь, наверное, уже просто. Да и я там не помню, а вот сейчас, видишь, о. Да. А что это обязательное условие, что ли, уже сесті қырырға? Последний этап, вот, когда умру делаешь, надо мужчинам брить на лысо голову. Ну, там есть такое послабление, что, типа, можно только чуть-чуть отрезать волосы. Ну, это такое, как сказать. Пророк делает 2-3 раза за тех, кто на лысо побрился, и 1 раз только за тех, кто постригся. Поэтому я на лысо побрился. А қатындарға не надо бы бриться? Нет, Айгүлдің сәсі бар мне ма түйдігіне? Айгүл атты түйдігіне өдің көрәттілі. Қатындарға кончик волос один фаланг. Да. Я 2 раза стригла, ага. Все, давайте рассказывайте, какие впечатления. Хаждан. Ол неме была енді? Хажға Нет, бар это қайтты. Малое паломничество, малый хадж. Малый хадж, умра называется. Родители қойып, еніңісін дұға қылды. Да, за А, тебя, рахмат. за Евная, за Азалию. Рахмат, Несколько рахмат раз. көрітіп. Когда умру делали, когда таваф делали, вот обход Каабы. За вас за это делали. За родственников Спасибо делали большое. 2. А что, так можно, да, делать? Да. Там нужно, наоборот, делать, потому что в этот период, ну, дуа, ну, сильная дуа получается, потому что ты находишься возле Каабы, еще в состоянии умры, когда поклонение Всевышнему. Поэтому и считается, что сильная дуа и принимается больше. Находишься возле Каабы, которую еще пророк Мухаммад, салям, там был, пророк Ибрагим, алейхи салям, там был. То есть столько пророков было. Вот, и делаешь дуа. Вообще круто. Желай. Ясно. И сколько обходится вот такая поездка? А то меня... По-разному там есть недорогие поездки от 150 тысяч, есть подороже. Там же зависит от того, как добираешься, с пересадками или нет, в каких отелях живешь. Вот, поэтому Как из в Медины? какое время. Какой добираешься? Тоже. Да, из Медины в Мекку там. Мы на поезде, например, скоростном ехали, кто-то на автобусе едет. Вот, ну, очень круто, очень классно, прям рекомендую.
Мен қайнам айтады ажар, hinше барып қайтмайын. Мен айтам, мен исламда түгілмін да, Рамилдар хымақ мен айтам, мен онда несік барам мен айтам. Ну ты же себя мусульманкой считаешь же. Ну да. Значит, должна поехать и в малый паломничество, и в большой хадж. Ну, я же не практикующая, поэтому я думала, нельзя. Вот, либо ты можешь оплачивать другим, например, дорогу в хадж. От Да? своего имени тоже плюс. Или на умру. Ничего себе, прикольно. Будет койргарак. Через год поедем, если на VIP-тур. Я тебе счет пришлю. Это Рамиль только может так пошутить, блин. Или не пошутить. Все поняла. Ай, Алла. Такой нехилый счет. Оксана Еятовна. Мы едем на день рождения Альфира. Вот я уже начал праздновать. Альфир за тебя. Вот. Мы не только братья, мы еще по жизни коллеги. Работаем вместе. Вот. Столько лет. Сколько лет? Мы уже дома строим 20 лет. Офигеть, друзья. Не 20, сейчас скажу. 15 лет. Мы, друзья, строим дома 15 лет уже. Мы столько домов с ним перенастроили. Я даже не посчитаю даже сколько. По себе, который мы строили, это было раз, два. В 11 доме мы живем. Где столько лет мы строили, да, столько домов. Там мы только в 11 домах пожили. Сколько домов построили? О, не посчитаешь даже. Чего вы собираетесь на пенсии построить? Нет, наверное, потому что здоровье не позволяет. В Ратрусе в 3 дисках, в одном 0,3, в втором 0,4 и 0,5, прикиньте. Но грыжи у меня нет. Это все стройка твоя кричала, твое здоровье. Вот грыжи. Физический труд все равно изнашивает тело, изнашивает очень сильно. А что я когда дома строили, я с тобой наравне таскала вот эти мешки цемента, брусья таскала. Ни разу не сказал, меня уже не поднимай. А что ты меня вообще даже не говорил, чтобы я не поднимала? Я говорил, наверное, ты не А помнишь. так никогда в жизни не говорил. А ты, мен енеңмақ бірге вестештейнім, елдерімі. Тәлі мен аттырап қарайды. Чопшы, башышый. Алмады бітергені. Компьютерге ойнап қалды енді. Что виноват? Мама сенің қайда рюмка? Альбертқа, бақырға даже рюмка қалмаған. Теңе рюмка емес мен үйінде. Афир, Оскос папаны куфай кектенде. Қайнанан әр рюмка бар балалар. А я думала, это ты за пану внучка, это миляшка. Нифига себе, достар, қарағыз, мен мұнда бір апай, внучка тені. Рахмат, мен операция істеттім бет. Хорошо. Рахмат. Инде хадыр Алла берсе битине шатты. Хадыр у битине шатка симер ярамайды. Что наготовили? Девочки красавицы. Ой, прости, вот этот бульон. Голубь. Фаршированный перец. О, нифига себе, и молодец, сонда индайгы. Выглядишь сам? А? Выглядишь сам. Да? Ну, Юля помогала мне. Торт даже напекли. Это соседка Гульсина, по-моему, какой красивый. Нифига себе, храли. Айгулдың курстары. Бұл не курсың, что ли? Да. Нифига себе, яңа курсың. Это которая меня назвала внучкой Флюзапаном. Представляете, люди меня называют уже внучкой. В тот раз попросили паспорт, когда я хотела купить запрещенную одну вещь. Представляешь, меня паспорт брал. Это вы издеваетесь, что ли? Мне 45 лет, мне какой паспорт? Я в шоке была, прикинь. Дистрофия была, маханалась опасно. Айгуль переживает, что у меня может быть дистрофия. Да мы будем переживать, бляха-муха. Ну, думаешь, я не переживаю, что ли? Вот это, глядишь, меня это, хватит худеть. Как будто меня нарочно, блин, худею, блин. Не сама переживай. Давай, покажи свой подарок. Сейчас Айгулька покажет свой подарок. Давай. Вот. Что это? Это костюм на рыбалку едет, а штаны еще были. Айгуль подарила костюм ездить на рыбалку Альферу. Альфер же у нас заядлый рыбак. Еще штаны еще такие же есть. Да? Все. И молодец, дай. Так люблю же. Кушаем торт у нас это французская ватрушка. Нормально. Вкусно. Интересно. Украшенные эманданс. Очень прикольно даже. ММДМС съела, да? Да.
Галушон, ты что не самым? Не хотела. Нет, мама, кстати, мама делала. Ой, блин, хинера хотя, блин, деловая колбаса. Меня вот мама никогда галцы что пимеет. Попроси хорошенько. А как просить? Давай, учи. Кстати, я хочу вам, друзья, одну историю рассказать. У нас было такое, короче, сидим в бане, значит, Зульфиня, моя самая младшая килиндашка, Айгуль. Сидим, короче, и Айгульке говорим, вот тебе везет, всегда тебе кайня заносит там, балиш. Манты приготовит, половину мантов заносит Айгульке. Хоть что приготовит, она заносит сначала Айгульке. И мы, значит, недовольные сидим с Зульфинами. Нам же обидно, нам же кайня так не делает. И мы такие сидим, говорим, вот, тебе вообще рахат дуньяға сығып алдың, тебе, значит, кайня всегда, говорю, приносят все готовенькое, тебе везет. А Айгулька такая говорит, уметь надо просить. Вот, сейчас хотим спросить, как надо просить. Давай, Айгулька, лайфхак. Ну, не знаю. Давай уже. Рядом жить надо. Да? Да. И все, что ли? Ну, ты же сказала, вы не умеете просить. В прошлый раз же ты так сказала. Ну как? Как просить? Ну, давай учи, как надо просить. Ну так получается, само собой. Эргая яшахан, весь была. А тебе не тяжело, что ты рядом со свекровью живешь? Наоборот, знаешь, как классно. Да? Чего нету, побежала, там все просьбы исполняют. Знаете, что даже Айгулька говорит? Там дети, когда говорят, кушать хотим, идите к Нанеке, Да. у нее там покушайте. Она там то-то, то-то приготовила, идите сходите у нее, говорит, ешьте. Есть такое. Ай, Айгуль, блин. Бля, Айгуль, ну, молодежь, 45 лет, это же Это новые Самый соседи рассвет. Айгульки и Альфира. байбол, барбол. бақытлысың сен Альфира, сразу қыз білән малай да болған, матур міне деген куклы кебек Айгүл бізде бар яныңда, әни әтең яныңда, ераттағы құяш яктырак менә. Не? Тестим русчада әйтмәрәм инде радик Это кебек. вот теща, Шулай итеп, матур итеп, Альфира. дөнья көтәсез, шулай яшәгез, продолжайте. Очень приятно Айгулькины безнең- родители без приехали шундый из уңай Белокатайского района. Айгулька сама из Белокатайского района. Мәңге яшь бел, мәңге яшь бел, Каратайма бердә. Мына кайна Альфирдің туған күні неменде не істеп қоям. Скоро Альберттің туған күні ма? Имейте в виду. То биль, то нога. Ну все, қартайғандар алаштырайын. Сені ағалық, сол билің ауыртмасын. Самое главное, бил ортма. Сол дальше іштерге. Ну, шулай. Іштер көп, өйдер көп тедір керек Альфир. Так что ауырма, пожалуйста. Подарок қызаны. Подарок-то строительный. Шурпайыртың янып соқты. Это нужный подарок. Біз Айгүлдан сұрадық, неме керек деген. Шурупавер керек деген. Ладно уж. Қайнаға рахмат айттың ма, Зальфира? Қайнаға рахмат, шындай ұлдар ұлып бергенсің. Қайнаға рахмат, біз қайнаға рахмат айтамыз, қайнаға рахмат етмеуі. Рахмат бізге шындай матур ұлдар ұлып бергенсің. Осыр қара бір айтмеуі. Мына Зальберға рахмат. Хоть Альфирді күтіп отырғала, Альфир іштер әлі жеп. Ол тоже менің іштен ол. Шындай іштен малайлар өтіріп бергенсің, біздің іштен дұр рахмат. Альфир ғымақ іштеген кіші жоқ бет ол. Ол бөрігі өз кішіні замен етті. Даже екеуді де ол өз өрі замен етті. Мен минимум ярты ел істерін бұл. Әйе, Альберт, сонда аталған шын бұны істер керек дейін. Альфир істер. Альберт, сонда бұл атқан істер керек дейін. Ертек Альфир келе. Шайтты керел. Мен, между прочим, Альфирман Айгүлді таныштырғанда, Айгүл еттей, мен не немедеймін. Мен не айттым, андай іштен ир тапмайын. Да, как за каменной стеной будешь, мен айтам, хин андай іштен ир никада тапмайын деймін. И аның хымақ атай кеші тапмайын. Шул қадарым балаларды ярата деймін. Помнишь ма? Здоровья. Юля, хинаның уже икенсі қатын хымақ бетінде уже. Ысын, балды да икенсі кәләші Альфирді. Виз қара берді ол. И балағын, өденің балағын мақ қара Юляның. Сестренка не почти. Все сказала, как самое главное здоровье. На самом деле, Альфир шулай. Как бы, с чем бы к нему не обратишься, он всегда поможет, всегда выручит. Давай. Давай, Розалина, показывай. Вот Розалина просит меня. Помните, я у нее забрала зеленую толстовку, она вместо нее вот это просит. Ну-ка, дай-ка покажем. Марат Ярулин, просим очень вот такую толстовку для моей племянницы.
Она твоя ярая фанатка. Если ты видишь эти сторисы, то, пожалуйста, дай нам ее бесплатно. А мы тебе за это что-нибудь сделаем. Белиш, например, испечем. Да, Розалин, ты умеешь печь белиш? Может, споешь? Ну-ка, раз ты фанатка Марата Яруля, ну-ка давай, ярлап кратали брееру. Ну давай любую, какую, которая тебе нравится. Я все забыла. Давай вспоминай. Раз ты фанатка. Она не... не умею. Ну, как умеешь, Инда Розалина? Ты чё? Давай. Тук-тук-тук, пике утран, тукуран, таушан, тангатура, газданатура. Что дальше не помню. Вот. Видите, даже новые его песни знает Розалина. Ищи ты, Марат. Улгинин бүтін ерларыңды яттан біле. Так что, если ты оставишь ее вот без этой толстовки, она очень расстроится и не будет больше петь твои песни. Все, ждем от тебя вот эту толстовку. Пожалуйста, Маратик. Она ни один твой концерт не пропускает, понимаешь? Она даже с Дуримановского района заставляет свою маму покупать билеты и ездить на все твои концерты. Прикинь, какой поклонник. Силы меня покинули, я прилегла вот здесь. Ой, гульки в спальне. А там что-то вовсю, блин, караоке поют, прикиньте. Что тут происходит? Таушың сағаштан эфирдің. Альберт как ақырып ере баштады, значит ол эфирген. Мен бұнда отырам, слышу. Ақырып пейдеге, значит все. Водка дошла до головы. 2 литра это домашний, этот, как его, слива. Ой, спасибо, Айгуль. А что 2 литра? 3. 3 в этом. В погребе? Меня быть грыжи, ёк. Давай 3 гони. Сначала 2 Огурцы дай еще. Огурцы. Артрос. Да? Так, смотрите, друзья, что мне дала моя келендешка Айгулька. Вот, пирог в контейнер положила. Голубцы в контейнер положила. Компот дала. Рахмат. Ае. Күрше мына. Бұдан көрсін апа мене внучка те ойдаған. Флюзяның внучка деген. Внучкан келді бет деп. Айтқадық болды. Рахмат. Очень хорошо было. Қайтағыз міне? Қайтабыз ба. Торт ашалық шай істік. Яра зура. Ярай, хавалыға. Бұның бензині вообще бар ма? Бар. Доғаларыңызды оқыңыз. Сигналит. Албетте айта сигналитті. Көрдің как? Воздушка.